Okay. Hello, dear saints. This will be the final lesson in our series on biblical faith. Welcome. Здравствуйте, дорогие святые! Сегодня у нас будет с вами заключительный урок по теме библейской веры, так что всем добро пожаловать, кто нас слушает. And today we will talk about faith and works and love. Сегодня мы будем говорить о взаимосвязи веры, дел и любви. I don't know if you have these kind of people in your place. Whenever you mention the word faith, the word works, they immediately shut down and say, no, don't talk to me about works. It's all grace, 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 no works at all. Я, конечно, не знаю, в ваших церквях или среди ваших знакомых есть ли такие люди, которые встречаются у нас на Западе и которые каждый раз, когда они слышат слово «дела», они моментально негативно реагируют, они закрывают свое сердце и говорят: «Ой, нет, какие дела, сейчас благодать, благодать, благодать». But the New Testament has a lot to say about works and why they are so important. Но Новый Завет на самом-то деле нам очень много чего говорит именно о делах и почему дела так важны. Of course, these are not the works that make us righteous before God, because this is by faith and through grace. И, разумеется, речь не идет о делах, которые должны приобретать нам спасение, которыми мы заслуживаем спасение, потому что спасение приходит по благодати через веру и никак по-другому. But the works that the New Testament is talking about are the works that come as a consequence of our faith. Но дела, о которых говорит нам Новый Завет, это дела, которые являются следствием или плодом веры в наших сердцах. And these kind of works are very, very important. James says faith without works is dead. It means it's not a real living faith and it will not produce anything. И дела эти на самом деле имеют гигантское значение. В частности, в послании Иакова он говорит о том, что вера без дел вообще по сути мертва. Другими словами, вера без дел – это не живая вера, которая пустая, ничего не производит. Let's look at a piece of scripture in John 6, where it's about faith and works. John 6, and it is the verse 28. The religious Jews, they spoke to Jesus. They said unto him, what shall we do that we might work the works of God? Давайте с вами по этому поводу откроем Иоанна, 6 главу, 28 стих, где религиозные евреи спрашивают у Иисуса. Итак, 28 стих из Иоанна 6 главы. Они спросили, что же нам делать, чтобы творить дела, угодные Богу? And then comes the interesting answer of Jesus in next verse. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Иисус в следующем стихе 29 ответил: дело, угодное Богу, это верить в того, кого Он послал. So they asked about the works that they shall do, but his answer is, it's the work of God that you believe. Интересно, что во всей этой ситуации они спрашивают, что нам нужно делать, религиозные евреи, с нашей стороны, чтобы угодить Богу. Но Иисус отвечает им, Он говорит, вам необходимо верить в дело, которое Бог уже совершил. So in other words, Jesus corrected them and said, it's not about what you can do, it's about you allowing God to do his work in you. Иисус здесь очень интересным образом их исправляет. Он говорит, это не дела, которые вы можете сами сделать самостоятельно, но это скорее дело, которое вы должны позволить Богу сделать внутри вас. So the faith that God is working in our heart is God's faith. It's absolutely supernatural. It's nothing that we can produce in our own initiative and strength and wisdom. И вера, которую здесь, о которой мы с вами говорим, это вообще вера, которую может производить внутри нас только Бог. Это вера, есть нечто совершенно сверхъестественное. Это не что-то такое, что мы можем проинициировать или производить нашими усилиями, нашей мудростью и какими-то нашими собственными потугами. But the faith that God is working in our heart, it will have works.
This is the mark of a А, true biblical faith. а вера, которую сам Бог производит в наших сердцах, обязательно будет делать свои дела. Она будет производить свои плоды. Это и является отличительной чертой именно Божьей веры. Let's go to Ephesians chapter 2, please. Давайте с вами еще посмотрим Ефесянам 2 главу. And here Paul speaks about God's plan for our life and the things that he has prepared for us. Здесь Павел говорит о Божьем плане для жизни каждого из нас, о всем том, что сам Бог для нас приготовил. Ephesians 2, verse 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ефесянам 2:10 читаю вам. Мы теперь новое творение Божие, создано в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. So we are called to do works, Мы однозначно призваны совершать дела. but these are not our works. These are the works that God has prepared for us. They are already prepared in future for you, and you should understand and see them and grab the opportunity and then do the works of God. Но это не такие дела, которые мы сами по себе можем производить или инициировать. Это Божьи дела, которые Он еще до нашего рождения приготовил для нас и которые нам важно понять, осознать и ухватиться за всякую возможность исполнять именно Божьи дела в нашей жизни. So if you cannot see any works of faith in my life, then my faith is dead and something seriously is wrong. И если какой-то человек, например, не видит дел веры в моей жизни, это означает, что вера моя, по сути, мертва. Что-то очень сильно не так в моей жизни и с моей верой. So we should embrace works as a normal part of our calling, and we should reach out to understand which works God has for us that we can walk in them. И нам очень важно принять дела как абсолютно естественную вещь в нашей жизни. И мы должны сделать все от нас возможное для того, чтобы искать этих Божьих дел в нашей жизни и решить, какие из них на самом деле Бог для нас приготовил. And in order to find these works and to walk in them, one thing is very important, and that is love. И для того, чтобы эти дела веры, приготовленные Богом, нам понять и начать ходить в них, то есть исполнять их, здесь важен очень один такой элемент – это любовь. Paul says in Galatians 5:6 that faith works by love. В Галатах, в 5 главе, в 6 стихе, Павел говорит, вера действует любовью. So that means if we want to have works for the glory of God, we need to make sure that we are motivated by love. This is the motivation that will produce the right kind of works. Важно нам, исходя из этого, понимать, что любовь чрезвычайно важна. Она может быть, если мы хотим делать по-настоящему Божьи дела, мы должны быть в этих делах движимы любовью. As you remember, Paul says in 1 Corinthians 13, if I have all faith but have no love, I'm nothing. It's just all Именно there, поэтому, nothing. как вы, наверное, помните, Павел и сказал об этом в 1 Коринфянах, в 13 главе, он сказал, я могу иметь просто всю веру, но если я не имею любви, я ничто. Без любви на самом деле все, что мы делаем, становится мертвым. And we must be very careful to make sure that we are not self-centered and motivated just to get things and to be blessed and always the center is me and me and me and nothing else. И нам очень важно проследить за своей жизнью, чтобы мы не делались эгоцентричными, когда все в нашей жизни сводится только к я, мне, мое, к тому, чтобы мне преуспевать, к тому, чтобы мне быть благословенным. Paul says we are as children of God, we are the spiritual descendants, we are the children of Abraham. Павел говорит нам очень ясно, что мы с вами сегодня, являясь верующими, являемся потомками Авраама.
And we have inherited the blessing of Abraham. И мы с вами, в свою очередь, являясь его потомками, унаследовали благословение Авраама. And this blessing of Abraham had two aspects. Что такое благословение Авраама? Благословение Авраама имеет в себе две составляющие. And God said to Abraham, I will bless you, and you will be a blessing for many. You will be a blessing. Если мы в такой укороченной версии это скажем, Бог, во-первых, пообещал Аврааму, что он во всем его благословит, то есть, что Авраам будет благословен. И, во-вторых, Бог сделает Авраама благословением для всех народов земли. So if you take your faith serious, then you will make a decision. Yes, I want to be blessed, but I want to be a blessing. The purpose of my blessing is so that I can be a blessing for others. И если вы серьезно относитесь к вашей вере, то вы тогда обязательно возьмете в расчет эту вторую составляющую благословения Авраама. Да, я хочу быть благословенным, но я хочу быть благословенным для того, чтобы стать благословением для других в свою очередь. Our life or our calling has two aspects. We are here to bring glory unto God, and we are here to be a blessing for other people. That is why we live. И наше общее с вами призвание тоже состоит из двух вещей. Во-первых, я хочу жить ради славы Божией, однозначно, но и во-вторых, я точно так же хочу быть благословением для окружающих меня людей. And I'm afraid many people, many Christians, they always look at themselves and they never manage to solve their basic life problems, and they never come to the point where they are a blessing for other people. И к моему большому сожалению, правда, иногда складывается такое впечатление, что у многих христиан все сводится только к тому, чтобы свою жизнь как-то наладить. На самом деле многие люди, они затрудняются в том, чтобы решить какие-то простые, основополагающие моменты в своей жизни, так что они никогда не доходят до этого момента, чтобы быть уже благословением для кого-то еще. And the reason is that these people, they always think about themselves. Lord, bless me and heal me and restore me and set me free and just me. И проблема как раз-таки, она и упирается в то, что люди, они настолько зациклены на себе. Такие люди говорят: Господь, благослови меня, исцели меня, восстанови меня, сделай для меня вот то и это. То есть это всегда мне, мое. But the root of our problem is the selfishness. And if we have selfish motivation, just bless me, bless me, bless me, then we can never get set free to be a blessing to others. Но, к сожалению, именно вот этот корень эгоизма, он часто и мешает нам выйти из наших личных проблем. И мы так и не становимся благословением для кого-то еще. And the motivation why you should seek healing and restoration and deliverance is not so that you can have a better life, but that you can glorify God, be an example of the powerful work of redemption, and be a blessing to others. That is the purpose. Вера, действующая любовью. Да, на самом деле, в нашем стремлении быть благословенными очень важно нам выйти за пределы самих себя. Но когда мы хотим получить благословение не только ради того, чтобы нам иметь лучшую жизнь, а потому что мы хотим, чтобы через это прославился Бог, для того, чтобы нам быть примером для каких-то окружающих людей и для того, чтобы послужить этим людям благословением. And because I saw this danger of self-centeredness, I decided many years ago, a long time ago, to add to my prayer list a certain prayer. И потому что достаточно давно я увидел эту опасность человеческого эгоизма и зацикленности на себе. Именно поэтому я добавил в свой молитвенный список определенную молитву еще много лет тому назад. For my devotional life, I have a prayer list. This is prayers that I think that the Holy Spirit has given me to stay focused on Jesus and His glory and
to live, to Да. find the calling of my life. В моей жизни молитвенной, в моем личном общении с Богом у меня есть определенный список молитв, которые, я верю, Дух Святой положил мне в сердце для того, чтобы я в течение всей своей жизни мог быть человеком, который смотрит на славу Иисуса, который ищет именно Божьего. То есть у меня есть определенные вещи, которые сложились годами, и о которых я постоянно молюсь. So this is the prayer that I added to my list many, many years, decades ago, in which I pray on a regular basis, even until today. I pray it again and again and again. И вот есть у меня вот такая молитва, которую я добавил уже несколько десятков лет тому назад, но которой я молюсь и по сей день. And the prayer is, Lord, give me the heart of a servant. Я постоянно говорю это пред Богом. Я говорю: Господь, дай мне сердце слуги. I believe that is a very important prayer and God will answer it. И я верю, что молитва эта короткая, но очень важная, и Бог ответит на нее. And it helps us to have the right focus. I'm here to be a blessing for others. И эта молитва помогает мне иметь правильные приоритеты в моей жизни. Я понимаю, что я здесь на земле для того, чтобы быть благословением для окружающих. Jesus invites everyone who has thirst for inner satisfaction to come to him to drink, and then rivers of living water will flow from his body. Иисус приглашает всякого человека, кто сегодня жаждет Бога. Он говорит: приди и пей, чтобы тебе насытить всякую свою внутреннюю нужду. Но при этом он и говорит: и тогда, если ты будешь пить от меня, у тебя потекут реки воды живой из твоего чрева. So rivers of living water from your life out into this world. This is the same as being a blessing. И по сути, это то же самое, когда живые воды, они вытекают из моей жизни и текут, и растекаются в окружающий мир. Это то же самое, что быть благословением для других. And that is what God has for us, and we should go for it, and we should live focused life. I want to be a blessing. Help me, Lord. И это то, что Бог приготовил для каждого из нас. И нам очень важно иметь правильный приоритет и быть сконцентрированным на этом, когда я говорю в своем сердце: Бог, я хочу быть благословением. And by this kind of prayer, we prepare our hearts so that God can, at the right time, in the right phase of our life, in the right circumstances, he can come and then initiate works that he has prepared for us. И когда мы молимся такой молитвой, и когда мы имеем такой приоритет, когда я говорю: Господь, я хочу служить другим людям, тогда мы тем самым готовим наше сердце, чтобы в какой-то правильный момент нашей жизни, в каких-то определенных обстоятельствах, подходящий сезон нашей жизни, мы могли бы начать двигаться в тех Божьих делах, которые Бог приготовил для нас. So again, we see it's not just all supernatural, but it's a supernatural God, and we work together with him. We give him opportunity to work in us and then through us. И снова мы наталкиваемся на этот принцип, что это не всегда что-то просто одно сплошное сверхъестественное. Это сверхъестественный Бог со своей стороны и наша готовность со своей стороны, которые вместе соединяются и которые позволяют Богу действовать и внутри нас, и через нас. We prepare our heart and we stay focused on this very important point to be a blessing. То есть мы со своей стороны готовим свое сердце, и мы держим это перед своими глазами, чтобы нам быть благословением. And I want to give a few examples that you can see what I'm talking about. И я хотел бы вам дать несколько примеров, которые помогут вам, может быть, лучше понимать то, о чем мы сегодня говорим. I don't know if you heard of a man of God named David Wilkerson. Я не знаю, вы когда-нибудь слышали о таком Божьем человеке по имени Давид Вилкерсон? He was used by God to build an organization
in many different nations to help drug addicts and set people free from all kind of drugs and alcohol and criminal lifestyle. Бог использовал этого служителя Божьего для того, чтобы через него построить организацию, которая сделалась огромным благословением буквально по всему миру, в очень многих странах, и которая была сосредоточена на работе с людьми, которые имеют различного рода зависимости, в частности, алкогольную зависимость и наркоманию. So it was a great work in many nations that he started and was a blessing to thousands and thousands of people all over. Этот труд получил свое продолжение во многих странах нашего мира и в буквальном смысле оказал просто неоценимую помощь тысячам людей. But his beginnings were very small and humble. Но начало у этого человека, начало этой организации, этой работы были очень скромные. He was just an insignificant, normal Pentecostal pastor. And one day he made the decision, because he saw he was watching too much television, he made a decision to stop watching television and instead spending 1 hour each night with God in prayer. Интересно, что он был, по сути, поначалу ничем не примечательным пятидесятническим пастором, одним из многих, до тех пор, пока он не обратил внимание в своей жизни, что он слишком много смотрел телевизор. И тогда он принял такое простое решение, что вместо того, чтобы смотреть телевизор, он будет час проводить с Богом по вечерам в молитве. And he tells a story that while one night he was praying, his eye fell on a newspaper which was on his desk. И он рассказывал, что однажды, пока он молился, в один из обыкновенных вечеров, он случайно увидел газету у себя на столе. And there was an article about a certain trial at the court against, I think, 5 young men who were drug addicts and from the street living with drugs. Он увидел там небольшое сообщение о судебном процессе, который в тот момент шел над, мне кажется, 5 молодыми людьми, бездомными, которые жили на улице и увлекались наркотиками. He looked at the picture of these young adults or teenagers, I don't know exactly how old they were. He looked at them, and then by the Spirit, he was grabbed with the compassion of God. He saw those poor kids in bondages of drugs and all this. И там при этой статье была еще фотография сделана этих молодых людей. Были ли они там, я не знаю, молодыми людьми или все еще подростками, я точно не помню. Но смысл заключается в том, что когда он посмотрел на эту фотографию, то Духом Божьим Господь смог захватить его сердце и наполнить его сердце состраданием к этим молодым погибающим людям. And his heart was really gripped by the compassion of God, and he started to pray for these 5 young men at the court. И его сердце, захваченное состраданием, оно просто повлекло его молиться за этих 5 молодых людей, которые в тот момент находились под следствием. And after several nights of prayer for these drug addicts, he felt led to take his car and go to New York and see the situation of the young people on the street with drugs and all this. Потом, спустя несколько дней молитв за этих молодых людей, он решил, что он сядет на машину и поедет в город Нью-Йорк и посмотрит, что там происходит именно вот в этой сфере молодых бездомных людей, которые живут на улице и просто наркоманят. And again and again, he would drive to New York and walk on the street and pray. And then finally, he came in contact with these young people, not the 5 from the court, but with these many young people on the street living in drugs and all the dirt and everything. И это был его в конечном счете не единственная, это была не единственная его поездка, но он
ездил регулярно в Нью-Йорк, и он ходил по этому городу и молился. В конце концов, он делал это до тех пор, пока он не познакомился с разными молодыми людьми, не теми именно, о которых он видел фотографию, но он познакомился с разными уличными людьми в Нью-Йорке, которые сидели на наркотиках. And he began to preach the gospel to them, and more young people came to faith in Jesus and were then prayed for and set free from this addiction. И он проповедовал этим людям Евангелие, и все больше и больше людей стало приходить ко Христу и по молитве освобождаться от своей зависимости. And this is how this work of mercy started, just by praying and seeing a photograph in the newspaper. Вот такой труд милосердия, он начался с человека, который просто решил сначала молиться и искать Бога, а потом просто обратил внимание на газетную статью. I'm sure many more Christians saw the same photo in the newspaper, but nothing happened. И я уверен, что, наверное, очень многие христиане, например, речь идет об американцах в данном случае, они, скорее всего, видели и читали ту же самую статью, но в их жизни это ничего не зажгло. But because he prepared his heart, the Holy Spirit could touch him and then lead him into totally new dimensions of his life and ministry. Но потому что этот человек начал со своей стороны делать все, чтобы приготовить свое сердце, Дух Святой мог взять его и использовать его, и повести его совершенно в другом измерении, вообще и в его жизни, и в его служении как таковом. I want to give you a quote of another mighty man of God, and it will show you his motivation, why he did what he did. Хочу вам еще сейчас упомянуть одну цитату, которая была сказана одним известным служителем, но которая очень хорошо демонстрирует то, почему он делал в своей жизни то, что он делал. His name is William Wilberforce. Maybe you never heard this name, but in the Christian English world, he's quite famous. Человека этого звали Уильям Уилберфорс. И, может быть, вы никогда не слышали такого имени, но в англоязычной среде этот человек довольно известный. He lived a long time ago. He was born in 1759 and died in 1833. So this is a long time ago. Человек этот жил довольно давно. Он родился в 1753 году и дожил до... Till what time did he live? 1833? 35? I'm sorry. Да, а умер он в 1833 году, так что это было довольно давно, как вы понимаете. So these were the days when they still practiced slave trade. Но это были как раз те самые времена, когда в Англии в том числе практиковалась работорговля. Yeah, you probably heard about it. The white people from Europe, from England, but also from other countries, they went to Africa, and they caught natives of Africa, black people, and put them in chains and brought them on ships to America to sell them as slaves. И вы же понимаете, как все это происходило. Белые люди из Англии, ну и не только из Англии, но со всей Европы, они плыли на кораблях в Африку, и там насильно ловили чернокожих людей и заковывали их в кандалы, и брали в рабство и привозили их в Европу. And many black people died and were abused and had a terrible life. And that was normal in those days. Многие чернокожие люди жили ужасной жизнью, они пережили жуткие злоупотребления, многие из этих людей погибли. Но, к сожалению, в те годы это считалось абсолютной нормой. You probably heard this wonderful song, Amazing Grace. И, возможно, вы слышали и знаете этот старый известный гимн «О благодать чудесная». And the words of this song, they come from a certain man
who was the owner of a ship, and he used to make money by transporting slaves to America. Это человек, слова этой песни, эта песня, она связана с одним человеком, который зарабатывал тем, что он перевозил рабов чернокожих в Америку. And finally, this captain of the ship, he got saved miraculously, and his eyes were opened how terrible things he did in his life. Но случилось так, что этот человек, который зарабатывал вот таким ужасным образом, в один прекрасный момент был чудодейственным образом спасен, и его глаза открылись на все эти беззакония, которые он делал. And this is how the words of this song, Amazing Grace, came forth. Amazing grace that saved a wretch like me. И именно так и зародились слова этой песни у этого человека. И, как вы знаете, слова звучат так: «О, благодать чудесная, та, что спасла меня», но на самом деле он пел, которая спасла такого, ну, негодяя, можно так сказать, как я, такого вообще никчемного человека. And the story of this ex-slave trader came to William Wilberforce. В один прекрасный момент Уильям Уилберфорс услышал историю капитана корабля, который спасся и осознал. And William Wilberforce was a politician. He was a member of the British Parliament. Уильям Уилберфорс был известным политиком, он был членом английского парламента. And by a supernatural act of God, his eyes were opened and he saw how terrible this whole thing of slave trade is that was common in his days. Опять благодатью Божией этот человек был потрясен, он пришел в себя и увидел, насколько это нечестивая и ужасная вещь, работорговля, которая в те годы в его обществе была абсолютно приемлемой. So here's the quote now, which reveals the touch of God on his heart. Итак, я вам его цитирую. Эта цитата передает Божье действие в его сердце. Listen what he had to say. The corruption of the slave trade seemed so enormous to me, so terrible and so irreparable that I have unreservedly decided to abolish it. Он говорит, Shall we put it in smaller portions? No, it's okay. Он говорит, вот это извращение работорговли кажется мне таким ужасным, таким безобразным и таким омерзительным, что я в полной мере решил для себя сделать все, чтобы работорговлю устранить. Listen again. I have unreservedly decided to abolish it. И он, послушайте еще раз, посвящение этого человека, он говорит, я уже без возврата назад решил для себя устранить работорговлю. So one man, under the inspiration of God, rose up and decided to change society. Речь идет об одном человеке, который под Божьим действием просто восстал и решил изменить все окружающее его общество. And he continues, may the consequences be as they want. I have made up my mind that I will not rest until I get the slave trade abolished. И он продолжает дальше и говорит, и мне все равно, какие последствия меня ждут, какие угодно. Я решил, и я это сделаю. Я добьюсь того, чтобы рабство было отменено. And he was well aware that he will have many enemies because many people made a lot of money with the slave trade. And they were very influential in society. Уилберфорс прекрасно понимал, что такого рода действия с его стороны, они произведут огромных врагов в его жизни. Причем он знал, что известные и очень богатые люди занимались работорговлей, и они немало на этом обогащались. But he was not afraid of the consequences. He just felt God wants to use me in this way, and he gave his whole life to fight against slave trade. И он понимал, что у него будут всякого рода большие неприятности и последствия, но независимо от этих последствий, угрожавших ему, он посвятил свою жизнь на то, чтобы сделать то, что Бог от него хотел в тот момент.
But slave trade was considered to be a very normal thing, and it took many years for him to change the view of people in the society. И так как работорговля считалась абсолютно обыденным и нормальным занятием, ему потребовались долгие годы для того, чтобы изменить настроение в обществе. And after decades of fighting this evil, he finally succeeded, and there was passed a law in the British Parliament that slave trade now is forbidden. И спустя многие-многие годы такой затяжной и болезненной борьбы этот человек в конце концов добился, что британский парламент принял закон, запрещающий работорговлю. And a few days after this law was passed, he went home to be with the Lord. И буквально несколько дней спустя после того, как был принят этот закон, он вернулся домой к отцу. Он отошел к Господу. Mission accomplished. Миссия завершена. There were probably many Christians who thought, well, I don't know, this slave trade, is this really the will of God or not? There were probably many people doubting and not sure about this thing. Честно сказать, я могу представить себе, что многие современники Уильяма Уилберфорса точно так же размышляли в своем сердце и думали, вообще работорговля это нормально, это вообще дело богоугодное или что? Я думаю, у многих людей были сомнения. But he was touched by God, and this touch changed his whole destiny, and he knew why he would live and what the purpose of his life would be. Но Бог смог затронуть его сердце, и это изменило навсегда его судьбу. Он понимал, ради чего ему после этого следует жить. So what was the difference between him and many other Christians in those days? И интересно, что же было такого другого в нем, что отличало его от многих современников христиан? He was touched by the Spirit, and he felt a little bit how terrible this sin of slave trade is in the eyes of God. Этого человека коснулся Бог, его сердце затронул Бог, и он хотя бы в какой-то мере смог увидеть и понять, насколько омерзительным делом являлась работорговля в Божьих глазах. So God initiated the whole thing, but he followed the call of God. Бог проинициировал все это, но это был человек, который последовал за Божьим побуждением. I want to give an example of my personal life, very small example, but the same principle. Хочу вам рассказать тоже примеры своей собственной жизни. Скромный пример, но который описывает тот же самый принцип. I grew up in Western Germany, but when I became a Christian, 2 years after I became a Christian, I was led by God to change my place of living in Western Berlin. Я родился на территории Восточной Германии, но спустя какое-то время после того, как я уверовал, Дух Святой побудил меня сменить место жительства и переехать в западную часть Берлина. As you probably learned at school, West Berlin was like an island in the communistic world in East Germany, behind the Iron Curtain. Может быть, вы слышали об этом, например, в школе, но смысл в чем? В том, что западная часть Берлина это был почти что остров, который был окружен такими просоветскими вещами. And only when I lived in West Berlin, my eyes were opened what a terrible thing communism is and what it's doing to people. И только когда я переехал в Западный Берлин, там мои глаза в определенном смысле открылись на то, насколько ужасен по своей сути был коммунизм и что он делает с людьми. One day I was invited to kind of a private party coming together of Christians, and that took place in East Berlin, in the communist И part of меня Berlin. как-то раз в продолжении истории позвали в собрание, ну, в такое просто небольшое празднование христиан, но которое проходило в восточной части Берлина. And at this gathering of people, by accident, I observed a little scene, very insignificant, but to me it was very meaningful. И интересно, что пока я находился на этом праздновании, я
типа случайно, увидел, просто обратил внимание на такие небольшие обстоятельства, а, незначимые для окружающих людей, но которые имели для меня гигантское значение. I saw another brother from the West. He was from Italy. He was talking to two Christians from East Germany, communistic East Germany. Я просто натолкнулся на то, как один брат, ну, с Запада, он был из Италии, он вел беседу с двумя братьями из Восточной Германии. And at a certain moment, he opened his mantle and pulled out two audio cassettes with sermons and gave it to the two Christians. В какой-то момент их беседы я увидел, как он из внутреннего кармана своей там одежды достал две кассеты в те времена, которые использовали люди, и с проповедями, и передал этим двум братьям. And those two East German Christians, they were so happy about this little gift of two sermon cassettes. Я увидел, какую огромную радость это вызвало у братьев из Восточной Германии. Вот такой скромный подарок, состоящий из двух проповедей. It seemed to be for them like Christmas, Easter, and their birthday at the same day. У них было столько эмоций, как будто в один день случилось Рождество, Пасха и день рождения у них. They were rejoicing in such a way, I was overwhelmed. Они радовались и ликовали. Я просто потрясен был до глубины души. And then I thought to myself, I have hundreds of cassettes at home. I heard them once, and now they're on the shelf and attracting dust, and that's all. Я просто задумался. Подумал, у меня дома сотни кассет с разными чудесными проповедями. Я их уже наслушался, и теперь они только пыль собирают у меня на полках, и больше ничего. If for these Christians two cassettes are so meaningful and important, I can increase their joy. И я подумал, надо же, если две кассеты у этих братьев вызывают такую радость и такую благодарность, я однозначно могу посодействовать к умножению этой радости. So I decided, I don't say God spoke to me. I just decided by sawing this scene, I decided I will bring them some cassettes. И я подумал в этот момент и решил для себя. Я не могу сказать, что это Бог меня как-то вдохновил или побудил, я там голос Божий услышал. Просто я решил для себя, что я этим братьям привезу кассеты, и все. And I prepared my car in a special way so that I could find space to hide the cassettes. There were about 50 cassettes. I would hide them in the car. Я устроил свою машину таким образом, я ее подготовил, что я мог припрятать приблизительно там что-то в районе 50 кассет. And then I went to the border because as a Western I was allowed to cross the border and visit for one day East Berlin. Да, и подъехал к границе, потому что была граница между Западным и Восточным Берлином, и я имел право в гости поехать на территорию Восточного Берлина хотя бы на день. But at the border, I was so frightened because I saw the soldiers there with their intimidating look and behavior, and they were searching the cars for the people who were crossing the border. Но потом, когда я подъехал к границе, меня обуял такой страх, потому что я увидел там солдат, каких-то пограничников, которые, у них была такая манера поведения специфическая, то, как эти люди держались, они обыскивали все проходящие границу машины. And when it was my turn to get the car searched, I was so frightened, and I was just in great need, and I prayed, how fool I am that I did this, and Lord, I promise I will never do this again. Just keep me safe in this situation, protect me from the soldier, but I will never do it again. И знаете, что я сделал? Вот когда пришла очередь обыскивать мою машину, я был в таком ужасе и в таком страхе, я помолился и сказал: Господь, вот каким дураком я был, что я вообще в это во все ввязался. Я прошу Тебя, Ты меня в этот раз
как-нибудь обереги, и я больше никогда вот на подобные авантюры не подпишусь. And at a certain moment, it seemed like now he has found the cassettes uh, in the secret place, and that's it, and I will go to jail. Да, и в какой-то момент мне казалось, что он уже как раз-таки и нашел все вот мой тайник с кассетами, и меня теперь просто в тюрьму посадят. And suddenly he stopped searching and he turned to me and said, "You may go." Но вдруг в этот самый момент этот человек перестал свои поиски, повернулся ко мне и сказал: все, проезжай. And when I met the Christians, I brought them not just 2 cassettes, but a whole bag of maybe 50 cassettes with preaching. Да, и я поехал на встречу с христианами и привез им не 2 кассеты, а привез им, ну, наверное, там собрание из 50 кассет. And this was just tremendous for them. И они были просто не передать радость их. A great feast. Да, просто праздник какой-то был. And when I saw their joy, I changed my mind and I said, Lord, I do it again. Да, и когда я увидел их радость, я переменил свое решение. Я сказал: Господь, да я еще раз готов. And this was the beginning of a ministry of helps that developed from then on. И это было таким зачатком служения, вспоможения, которое в конечном счете развелось в моей жизни. And God did supernatural things, and He gave me a supernatural plan how to bring stuff over the border without being detected. И все это получило свое развитие, потому что Господь в конечном счете дал мне понимание и план, как я смогу перевозить вещи в Восточную Европу, и чтобы меня не поймали. And supernaturally, I got money and I got help from people, although I never published it. I never published my plan, but it just happened. И сверхъестественно появились в моей жизни люди, которые стали жертвой для этого, финансы, которые предложили свою помощь. И это все было сверхъестественно, потому что я о своих вот таких начинаниях особо не распространялся. And in the coming years, till 1989, when the communism fell, we brought thousands and thousands of books and 10,000s of cassettes and cassette duplication machine and videos and video players and television. We brought it all over to the Christians in East Germany. И вплоть до 1989 года, когда пал коммунизм как таковой, нам удалось тысячи книг, тысячи кассет и специальные аппараты для размножения аудио и видеокассет, и даже телевизоры. Мы смогли вывести просто огромное количество всего в Восточную Германию. In those days, we had teaching on video, which we recorded at the Bible school. And so we brought all those videos over to the Christians in East Germany. В тот момент в нашей библейской школе мы записывали видеокассеты с проповедями, с учениями, и мы смогли вывести все эти важные обучающие материалы в Восточную Германию. And one brother from the east, his full-time job was driving all around the country and visiting the little home groups that were all over and showing videos with his video player and television set and collecting some money and then going to the next place. He did this for years and was visiting many Christians in underground. Был у нас еще такой удивительный один брат, который вместе с нами трудился. Он жил на территории Восточной Германии, и вот эти все, например, материалы из библейской школы он возил из одного города в другой по Восточной Германии, по всем этим небольшим домашним группам, которые тогда уже там существовали среди верующих. И
Он со своим видеомагнитофоном и с телевизором приезжал и показывал им все эти материалы, собирал часто средства для дальнейшего развития. И вот так долгие годы он ездил, это была его работа на полное время по всей Германии с обучающими материалами нашими. And then at a certain point, I was no longer allowed to travel to East Germany because the officials somehow suspected that I have something to do with this Christian material that they И, found somewhere. и даже несмотря на то, что в какой-то момент времени мне был запрещен въезд в Восточную Германию, потому что там какие-то начальствующие So узнали, как-то они меня связали с этими материалами, которые они где-то находили. So I became persona non grata in East Germany. Couldn't go И there я anymore. стал персона, да, нон-грата, и не мог больше въезжать на территорию Восточной Германии. But we thought, well, then there are other communistic countries, and we started to work in Czechoslovakia, and then in Hungary, and then in Romania, and then in Bulgaria. Но мы подумали, ну хорошо, есть еще и другие страны, это Румыния, Чехословакия, Болгария. And we could even be a great blessing for this African country, Madagascar. И потом мы подумали, сможем еще быть благословением для Мадагаскара, например. I want to point out that there was never a moment where God supernaturally revealed to me, He called me, you are called to have a ministry of helps. This was never the case. На что я хочу обратить ваше особенное внимание. Понимаете ли, друзья, ни разу вот во всем этом многолетнем служении, то есть ни разу Бог не говорил мне, и даже с самого начала, это моя воля, я хочу, чтобы ты пошел и занимался именно этими добрыми делами. Я не слышал никакого сверхъестественного голоса. The whole story started with watching one little situation where two Christians are totally excited about two cassettes. This is how it all started. Все началось это буквально с небольшой ситуации, на которую большая часть людей не обратила бы внимания, когда два христианина чрезвычайно обрадовались двум кассетам с проповедями, которые им кто-то подарил. And even today, my ministry in the Russian-speaking world is a result from this little beginning. И смысл еще в том, что, например, мое нынешнее служение на территории бывшего Советского Союза является продолжением этого маленького начала. So why do I share these things? К чему я вам все это говорю? You are called by God to do His works and to be a blessing for others. Ты был призван Богом делать Его дела и быть благословением для окружающих людей. And God is seeking people that turn to Him and that He can touch and move their hearts. Бог ищет таких людей, которые просто в какой-то момент готовы повернуться к Богу, чтобы Он мог их коснуться и чтобы Он мог двигаться через них. And they will be taken into a process of restoration, but then being equipped to do the works of God. Бог ищет таких людей, которые могут пройти через определенный процесс внутреннего восстановления, но которые при этом и будут одновременно оснащены для того, чтобы пойти и делать Божие дело. And I'm aware of the fact that your story will look completely different than my story, but it's the same thing. There's a God that wants to do good things, and He's looking for people that make themselves available to Him. И я понимаю, что ваша история и ваше служение, скорее всего, будут очень сильно отличаться от моей и вообще будут совершенно другой, но это все равно не меняет сути всего происходящего. Бог ищет себе таких людей, которые будут доступны для Него и которые скажут: Господь, вот Он я, меня пошли. Let's look at 2 Chronicles 16, verse 9. Давайте с вами посмотрим 2 Паралипоменон, 16 главу, For the 9 eyes стих. of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Ведь глаза Господа, 9 стих, 2 Паралипоменон, 16 глава. Ведь глаза Господа осматривают всю землю,
чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему. You need to understand the love of God compels God to do something for suffering humanity. Важно нам всем понимать, что, например, Божья любовь и Божье сострадание, они толкают Бога делать что-то практическое для страждущего человечества. He doesn't need an organization. He's not in lack of money. What he needs is people that say, Lord, here I am, send me. По сути, у Бога нет никаких ограничений. А, м, Бог не нуждается в финансах, ему не нужна какая-то организация, но он нуждается в людях, которые откроют свое сердце для него и скажут: вот он я, Господь, ты используй меня, ты меня пошли. Look at this verse. It doesn't say there was a time when God's eyes were searching the earth. It's happening right now, present tense. Посмотрите на этот стих внимательно. Там не написано, что когда-то было такое время, когда Бог искал по лицу земли. Вот таких людей нет. Это происходит сегодня, здесь и сейчас. God is looking for people that have a heart for Him and they are willing to give their whole life and their future into His hands. Бог ищет таких людей, которые отдадут Ему свое сердце, которые смогут посвятить Ему всю свою жизнь на Его планы и на Его цели. And they not just pray, Lord, bless me, but bless me so that I can be a blessing for others. Ищет Он таких людей, которые не говорят: Господь, только меня благослови, но которые в своем сердце говорят: Господь, и сделай меня благословением для других. And as it says here, He will show Himself strong in behalf of these people who have a heart for Him. И здесь также говорится, это, например, дословный перевод с английского, что Господь, у нас написано, Он осматривает землю, чтобы укреплять, но чтобы показать себя сильным за тех людей, чьи сердца преданы Ему. He will change them, equip them, and send them. Он их изменит, Он их оснастит всем необходимым и вышлет их. And this is the will of God for you as well. И это воля Божья для вас лично. God says about David, I found a man who will do my will, a man after my own heart. О Давиде Бог некогда сказал: наконец-то я нашел человека, который исполнит мою волю, человек по сердцу моему. This is Acts 13:22. Это Деяние 13:22. And let's look at another verse, Jeremiah 33, verse 3. This is a very important verse for my personal life. Давайте с вами посмотрим еще 33 главу Иеремии и 3 стих. Это на самом деле очень важный отрывок Писания в моей жизни. And there God challenges us and He says, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you know not. Итак, Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я тебе отвечу, возвещу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». This verse gripped me and I put it into practice and said, God, I call upon you, show me great things. Here I am. Please answer me. В свое время этот стих захватил мое сердце, и я просто сделал из него молитву. Я говорил: Господь, вот я взываю к Тебе, я воплю к Тебе, и Ты обещал, что Ты ответишь мне, Ты покажи мне это великое и недоступное, чего я еще не знаю. And then one day something happened. That was a short while before this experience with the two brothers and the two cassettes took place in East Berlin. И это было незадолго до вот этой вот небольшой истории, которую я вам рассказал, которая случилась во время празднования в Восточном Берлине. So it happened in 1986 or 87, I don't know exactly anymore. И я не помню, это был 1986, может быть, 87 год, я уже точно не могу сказать. I was praying in my office, and then suddenly, in a different or in a stronger way, the Holy Spirit came upon me, and I spoke for a long time in tongues. I was praying in tongues. Я помню, что я молился у себя в офисе, и каким-то особенным образом, как-то по-другому на меня нашел Святой Дух, и я затяжное время молился на языках.
And I sense something very important is happening right now. И я чувствовал, что в этот момент происходило что-то очень важное. And after a while of praying in tongues, I started to interpret what I was praying. I was speaking in German like a prophecy, which I heard, but it was a prophecy to myself. И спустя какое-то время после молитвы я вдруг начал истолковывать свой собственный иной язык. Я начал говорить по-немецки, и это было слово пророчества. Просто удивительно, что оно было предназначено мне самому. And in this prophecy, I heard God announcing judgment on the spirit of communism. And he said the wall will come down, the Iron Curtain will be removed, and there will be liberty for the gospel in those communistic countries. Я просто услышал, как Бог начал говорить, и Он сказал: «Я осужу дух коммунизма, я пролью свой суд, и стена Берлинская будет разрушена, и придет это время свободы для бывших коммунистических стран». And this was not just an information, but to me it was an inspiration. And I knew immediately that my life is somehow connected to this plan of God, which until that day I never heard before, that communism will fall. I never heard it before. И для меня это не была просто какая-то информация, которую я выдавал. Для меня это было нечто удивительно вдохновляющим, потому что в этот момент я осознавал, что каким-то сверхъестественным образом моя жизнь будет связана с этим Божьим планом. И, честно вам сказать, я никогда до этого не слышал, что, например, коммунизм падет. So this is how my whole life turned towards the east. This is the beginning. И так моя жизнь развернулась в сторону Востока. Это было самое начало. And then after that, the story with the 2 cassettes happened. И потом, после этого, произошла эта история с 2 кассетами, и все началось. So to wrap up the whole teaching on faith, let me say the following. Так, подводя итог нашему вот этому длительному разговору о вере, позвольте мне сейчас сказать следующее. And these are my final words. И это мои заключительные слова. Go after God, seek Him, give yourself to Him, ask God to lead you and to show you what He has in mind for you and in which way you can be and will be a blessing for many others. Друзья, ищите Бога, стремитесь к Нему, приходите к Нему и позвольте Ему показать вам, как Он хочет вас использовать для того, чтобы вам быть восстановленным, но при этом и быть благословением для других людей. Make up your mind to be diligent in the word and in prayer and seek God every morning of your life again and again and again. Примите для себя это твердое решение, что вы будете старательны, вы будете прилежны, вы будете прилагать усилия в слове и в молитве, и что вы будете взыскивать Бога каждый день, и делаете это раз за разом. And build up your faith in the word and get healed from the wounds of the past and delivered from any kind of sinful habits. Качайте веру и Слово Божие, утверждайте вашу веру в Слове, исцелитесь от болей вашего прошлого, позвольте Богу освободить вас от любого рабства и от любой горечи. And make up your mind, I want to be and I will be a man or a woman after God's own heart. Выберите это для себя, решите это твердо, что вы будете человеком по сердцу Божьему. And I will find the works that God has prepared for me so that I can walk in them and be a blessing for many, many others. Который обязательно найдет и будет ходить в тех добрых делах, которые Бог предназначил вам исполнять, и вы сможете быть плодоносны и сможете быть благословением для многих других людей. And your life will increase the fame of God in this earth. И что жизнью своей вы умножите славу Господу на этой земле. And you will be a living proof that there is a God who cares for people and who is willing
to help and to bless. И что вы своей жизнью будете живым доказательством того, что есть Бог на свете, Бог, которого заботит жизни людей, живущих на этой земле, и который готов что-то сделать для них. And you will be greatly blessed by God. И тогда вы будете премного благословлены Богом. And you will be assured in your heart that there is a tremendous reward for you, waiting for you in eternity. И тогда ваше сердце будет наполнено глубочайшей уверенностью, что вас ждет награда вашего Отца вечности. So grow in faith and be Поэтому a растите в blessing вере for many. и будьте благословением для других. And God will be with you. И тогда Бог обязательно пребудет с вами. Amen. Аминь. Thank you for listening, and I trust that you will do your homework and put these things that you have learned in those 11 sessions into practice, and God will begin to move in your life in a new way. Спасибо, что вы нас смотрели, что вы слушаете. И я очень сильно верю, что вы будете людьми, которые будут делать со своей стороны свое домашнее задание, которые будут практиковать в своей жизни все те вещи, о которых мы говорили на этих 11 уроках, и что ваша жизнь, она начнет двигаться тогда. So God bless you. Bye-bye. Поэтому пусть Бог вас благословит и до свидания.